Жители республики смогли проверить финансовую грамотность. В Северо-Осетинском отделении Нацбанка прошел день открытых дверей. Особый интерес вызвала тема финансового мошенничества. Посетителям рассказали, как защитить себя и свои банковские карты от мошенников, научили определять подлинность банкнот. Специалисты банка прочитали лекцию о том, как грамотно воспользоваться действующими финансовыми инструментами, составить перспективный план и что нужно знать об инфляции. На территории банка развернулась выставка, посвященная 250-летию российским бумажным деньгам. Специальную программу подготовили для детей. Вместе с аниматорами они разгадывали ребусы, собирали пазлы и даже поуправляли инкассаторской машиной. День открытых дверей проходит в каждом отделении Банка России. В этом году акция стала 4-й по счету. Целью данного мероприятия, безусловно, является повышение финансовой грамотности всего населения, всех слоев в самом широком смысле. А кроме того, знакомство с деятельностью Банка России как мегарегулятора. Наша задача не только обучать граждан основам финансовой грамотности. Наша задача не только в том, чтобы рассказывать о финансовых инструментах, но наша задача и защищать граждан как потребителей финансовых услуг. В рамках Дня открытых дверей Ростелеком для жителей города презентовал единую биометрическую систему. С ее помощью людей распознают по изображению лица и голосу. Специалисты объясняют, необходимо один раз пройти первичную идентификацию в банке, принести паспорт и СНИЛС, и там же снимут нужные биометрические данные. После скачать банковское приложение на свой смартфон. Достаточно будет навести камеру на свое лицо и произнести заданный код, чтобы получить услуги банка из любой точки мира. К примеру, открыть счет, вклад или получить кредит. Во Владикавказе лекция прошла в интерактивном формате. Специалисты наглядно показали, как можно зарегистрироваться, и рассказали о всех преимуществах системы. Во Владикавказе сдать биометрию можно в 20 банковских отделениях. Представители Ростелеком добавили, единую биометрическую систему презентовали более чем в 70 регионах России. Сама же система создана в июне прошлого года по инициативе Центрального банка России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В настоящее время записывается по двум модальностям, по голосу и изображению лица человека. В дальнейшем людям, которые сдали биометрические данные, это дает возможность дистанционно, независимо от его географического месторасположения, пользоваться услугами банка. В дальнейшем, то есть в ближайшем будущем, спектр услуг, которые можно будет осуществлять с помощью единой биометрии и с помощью биометрических образцов человека, будет расширен. В настоящее время над этим компания работает.